Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Отлично слышно. Вот. Поговорим о пару обстоятельных наших некоторых этих вопросов. Я надеюсь, что интересных. По крайней мере, для нас он интересный. Вот. Ну и как всегда, во время эфира, кому интересно, задавайте вопросы, поддерживайте наш канал, и мы, иншаллах, будем проводить свою работу. Также пару моментов, которые мы непосредственно обсудим с вами, касаемо интересных моментов, касаемо по книге Гольштейна. Ну, там есть моменты, которые мы начали, в принципе, рассказывать, но и остановились. Потому что в прошлый раз, чтобы не затрагивать всю информацию, чтобы было более для вас насыщенно. Так что подключайтесь, задавайте вопросы, и мы обязательно с вами поговорим обо всем. Дзерцконгиш. Да. За последнюю неделю, конечно, пару материалов добавилось нам, вот, которые... Алейкум ассалам, Мансур Мушхо, которые будут всем нам интересны, я надеюсь на это. Тут один представитель. Нет, не слышал, Джузи. Это очередная сказка и байка, думаю, нарнийцев, которые уже не знают, как использовать башлам. Если у вас союз всероссийских историков, так, чтобы, если выявится, то все подтвердили или опровергли. Не слышал о таком сегодня упоминании. Много новых интересных моментов, конечно, есть. Я надеюсь, что он будет для всех нас позитивным. По крайней мере, надежда на это есть. А так посмотрим. Будем надеяться. Ну, я думаю, что многие ознакомились, я пока не опубликовал некоторых высказываний наших соседей, грузинских историков, какие вопросы им задавали, вы узнаете тоже. И я думаю, что это лишний раз только обрадует. Все идет немножко с запозданием, но у нас были на то, конечно же, небольшие проблемы технические. Я никак их не мог решить. Вот буквально полчаса тому назад
благодаря одному нашему брату мы смогли их наладить и настроить. Так что надеюсь, что все будет лучшим образом. Так что задавайте вопросы. Вроде бы должны были зайти гости сегодня. Некоторые, которые хотели поговорить. Ну, будем ждать. Пока они зайдут, если у вас есть вопросы, задавайте, и мы обязательно ответим на ваши вопросы тоже. Вот. Думаю, что у нас YouTube уже подключен. Тоже. Вот. Так что пока можно задавать вопросы, если у вас таковые имеются. Вот. Башлан зурцхуа тайп да дуевая махка от тайпа нахца гегиня. По тем документам, которые есть у нас и зафиксированы на картах, Зурцхуай тайп есть, но считается, наши ученые говорят, что и Джамирзаев, я, кстати, книгу Джамирзаева освободил. Чтобы все было под рукой. Сурдзуки. 46-й. 46-й. Чтобы у нас как бы не было вот таких непонятных. Это в принципе небольшой. Так, ну давайте посмотрим, что говорится по этому вопросу. Омержу, не знаю, скорее всего, Омержу есть толгожданный гость. Не думаю. Джузи, где твой коллега, который хотел со мной поговорить? Ну, смотрите. Доказательство родства этнонимов. Родства этнонимов Дзурдзуки и Дзандхуай. Также топонимов Дзурдзукети и Дзандак-Ари нами уже констатировано в специальной научной работе в 3 главе данного исследования. Вместе с тем, наряду с вышеупомянутыми этнонимами, касающимися нахчийских племен, в письменных источниках встречаются иные названия нахчийских тайпов, нахчийских племен. Цупани, Цоу, Соуфена, Туска, Туши, от чеченского слова центр, Двалы, Туалы и так далее и тому подобное. Эта работа подтверждена целым рядом ученых, которые непосредственно я вам перечислял, которые прошли аннотацию: Меликашвили, Георгадзе, Пицхалаури, Гасвиани, Челашвили, Артюнов, Петросян, Чешко и наш ученый непосредственно Джамирзаев. Так что я думаю, что с этим вопросом никаких проблем у нас нету насчет дзурдзукского периода. Мы об этом, про дзурдзуков, у нас достаточно материалов. Точно так же, смотрите. Так, сейчас.
Так. Так, 108. Возьмем сразу, чтобы... 108. Так. Леонтий Мравелец, Хасушвили. Формы Турцк древнеармянских. Зурзух, название манейского города. Так, сейчас. Но это Аргамаса, кроме этого. Так, Дурцук. Был один момент здесь. Грузинские исследователи Харадзе, Рыбакидзе соотносили дзурзуков исключительно с чеченцами. Такого же мнения придерживается и известный кавказовед Крупнов. Давно было установлено, что в период Средневековья за кавказским народом населения Чечни было известно под именем Дурдзук в грузинских хрониках. Так что это у нас и говорит и Харадзе, Рыбакидзе. То есть, несмотря на то, что кроме того, что я перечислил, плюс ко всему этому я вам зачитывал с книги Аркадия Гольштейна, где гликвы и дзурзуки непосредственно там зафиксировано как этноним чеченского народа. Поэтому ничего такого сверхъестественного нету. Сандхуай, Зандхуай, вот с ними соотносится Дзурзхуай. А тейп Дзурзхуай был однозначно, но считается сегодня уже или произошла трансформация, однако, или же непосредственно наши этнографы это и ученые сравнивают его непосредственно с тейпом Сандхуай, Зандхуай, вот с этими двумя тейпами. Вот. Но что еще на карте и поселения фиксируется, на картах есть, это еще во времена царской власти, вы знаете. И первый донат от Магомеда. Магомед, ассаламу алейкум, написал: ва алейкум ассалам, Мухаммад Дейресхил дал саадуэл. Будисник дала эзашка соудақил. Так, зурзуги. Вот. Жесткая переписка идет здесь у нас, да? Масанахэ. Ну, здесь есть, как минимум 3 книги. Один еврей, другие 3 грузины. Есть и те, которые, и армяне, все это подтверждают, и никто об этом не спорит. И плюс ко всему, конечно же, сегодня даже современные грузинские ученые утверждают, что да, это название идет обобщающее, потому что в то время не было никакого отдельного, как говорится, ингушского там субэтноса и так далее. Бюстик Хил. Адлан задонатил, Адлан дал Духуахуэл, дал Сейдуэл. И у нас сегодня 2 человека, которые поддержали наш канал. Вот, Бюстик Хил. Ожидала вас взять, тут все еще в эфире. Да, конечно, я в эфире и рад, что вы ожидали увидеть. Я с вами и готов отвечать на ваши вопросы, рассказывать, говорить, показывать.
час назад, ну, извините, у меня технические небольшие проблемы, но если, надеюсь, выходные, пятница, суббота, воскресенье, можно спокойно с вами пообщаться. По крайней мере, пока есть возможность, я с радостью отвечу на ваши вопросы и расскажу вам некоторые интересные моменты. Есть, конечно же, мы можем, я думаю, что во второй части мы рассмотрим с вами вопросы по поводу непосредственно новая такая, это в принципе не новость. Вчера стало известно, что руководство нашей республики, Чеченской республики, заявило о том, что работы будут проводиться, и скоро у нас появится еще один самый западный наш город. Будет новый город, ну как новый, Ачхой-Мартан станет городом. И я так понял, так сказать, у некоторых нарнийцев прямо тут целая петиция по этому вопросу, конечно, написали, панику подняли. Я честно скажу, мне прислали его человек 10. Кто конкретно автор данного пасквиля, я не знаю, но в любом случае я вам его зачитаю, чтобы вам ознакомить вас с данным материалом, а там вы уже на свое усмотрение, как вы считаете сами нужным или не нужно узнать. И сейчас. Бено Бенаси, я очень жду от тебя жирного доната. Спасибо за то, что ты всегда призываешь, но я просто безмерно рад буду увидеть первым от тебя его. Чтобы прямо было написано, что это Бено задонатил. Прими меня, мои подписчики зайдут. Прими меня, ты говоришь, как принять тебя, как вот отправляет запрос. И письмо, данное письмо я хотел бы непосредственно брать. Я под санкциями. Ну, как плохо. Кто против, чтобы черту зашел, поднимите руку. Я запросы всегда принимаю, и тут с этим никаких проблем нету. Ну, так сказать, со второго запрос я принял, черту, если что. Ну, давайте еще раз. Сразу 2, можно 3-4 человека одновременно могут зайти. Принять. Черту не может присоединиться, написано. Черту я принимаю, но написано, что ты не можешь присоединиться. Смотрите. Ладно, начнем. Сейчас по мере отправления уже будем отвечать. И я буду принимать. Я принимаю, черту не знаю. Черту, Аллахи, Биллахи. Перезагрузи свой телефон, посмотри. Я принимаю, у меня антенна вроде бы есть, почему ты не можешь зайти? Это, видать, у тебя может проблема. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам, это ты Я тебе дебил. могу сказать, ура, будешь прислушать загон. Да. Я хотел зачитать людям этот... Все, выдумал плохой. Ну, давайте я зачитаю, а потом мы уже обсудим. Вы уже, думаю, я честно вам скажу, Аллахи, Биллахи, Талахи, к данному пасквилю не имею никакого отношения, кроме того, что мне его прислали десятки человек. Новость, которую я вчера ознакомился, что у нас будет новый город, самый западный наш город. Мы рассчитывали, конечно же, что в будущем мы думали, что это северо-западная часть будет, то есть Серноводск будет городом. Но, видать, сперва решили сделать из Ачхой-Мартана. И вот как отреагировали некоторые люди на эту новость.
Нельзя допустить, бисмилляхи рахмани рахим, нельзя допустить образование такого города в нескольких километрах от границы. Ачхой-Мартанг, не Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартанг, если взглянуть на карту, вытянулся за эти года на запад к границе. Почти соединился с Бамутом Большим. От Бамута рукой подать до Аршты и все. Запятая. Дальше Аршты, пару тысяч чеченцев, это все население чисто чеченское, которое с 90-х мечтают воссоединиться с Чечней. Если такое произойдет, то в районе Галашки перережут Ингушетию чеченским анклавом. Это еще и Даттых. Точка. Ачхой-Мартан сильно разрастается, очень динамично на запад. После получения статуса города будет увеличение 7-мильными темпами. Точка. Исходя из того, что на днях там было все их руководство, начато строительство больших объектов, иншаллах, да Аллах, больших объектов, многоэтажных домов, но на все уже выделили финансирование. То есть информация стопудовая, все знают это, вот как бы оказывается, многие мы не знаем, а они знают, финансирование выделено, все они знают. Где город, послушайте дальше, точка. Где город, там и пригород, который становится с годами частью города. Города растут всегда по площади, запятая. Тем более в малоземельном регионе на Кавказ. На Кавказе должно было быть. Ладно, точка. В итоге Аршты, в котором чеченское население окажется пригород Ачхой-Мартанга. Что будет дальше? Точка. Что будет дальше, нетрудно смоделировать, запятая. Аршты, Даттых. Это дорога, выход на Дарьял. Супер география у человека, конечно. На Дарьял, запятая, Владикавказ, через Джейрах. Просто заселить массово пустующие наши горы по всей дороге. Точка. Дорогу до Даттых с их стороны они уже проложили. Дорога до Аршты есть. Сделают мост от новой дороги на Даттых за неделю. Там несложно. Точка. Все. Даттых, Галашки, Мужичи, Алкун. Дорога есть у них. Выход к осетинам, перерезая наши горы. Точка. Вот почему они так ухватились за эти земли в 2018 году. Точка. Примерно эти места могут заселить от 80 до 120 тысяч чеченцев за 10-20 лет при финансировании. То, что с финансированием у них нет проблем, не нужно, думаю, объяснять. Если в 2018 вышли против передачи земель 80 тысяч, то теперь нужно выйти в 7-500 тысяч, чтобы не допустить образования такого города прямо на нашей границе. Беда наша в том и огромный минус, что наши горы там пустуют. Нет ингушского населения. Точка. Поэтому пора трубить во все инстанции, Миннацу, советам нашего народа, блогерам, да каждому ингушу. Объяснять, что мы можем потерять половину наших земель. Вот так заканчивается данный пасквиль. Ну, давайте начнем, наверное, с самого главного. Ответим этому сказочнику. Я не знаю, кто это, надеюсь, увидит, надеюсь, поймет. Во-первых, Бамут, Ачхой-Мартан, Серноводская, Асиновка. Все эти селения являются исконно чеченскими селениями. Нохчи. И селение, и население, и жители этого, все это наша территория. Это не ваше, грубо говоря, дело. Человек, я обращаюсь к тому сказочнику, который это написал. Это первое. Второе. Неужели вы сравниваете для анализа? Давайте посмотрим, какой же
Я просто тем, кто не помнит, напомню. Вспомним, какая же договоренность была между Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, когда тема о делении, временном разделении между временной границей между Чечней и Ингушетией была договоренность. Тем, кто не помнит, я зачитывать этот документ не буду, думаю, Чарто тоже помнит прекрасно этот документ, было, что не будут межевать земли, первое, второе, строить селение прямо на границе. Было такое, Чарто, помнишь? Без права межевания, Без права межевания, строительства каких-либо селений. Да, совершенно верно. Построили прямо на границе, чуть ли не переходя границу, на границе селения Бердюрт. Это только одно селение. Просто Это, ускоренным темпом. если говорить о нарушениях, не спрашивая чеченцев, не спрашивая ничего, наплевав на договоренность, сделали это селение. Сегодня это закончилось. Это оставили. Как бы ваше дело, вы слово дали, вы слово забрали, это как бы ваше дело. А теперь, возвращаясь к нашей территории. Дай Аллах, чтобы каждый, конечно, каждое большое селение, и Ачхой-Мартан, и в будущем, я надеюсь, у нас будут возможности, и человеческие возможности, и финансовые возможности, чтобы и Серноводска сделать большой город, и Ачхой-Мартан, иншаллах, уже, да, я смотрел этот ролик, этот город будет, иншаллах. Какое кому дело, что мы на своей территории строим, делаем города. То, что касается вот этих планов о том, что мы пытаемся отрезать горную часть, перерезать, выйти на Дарьял. Зачем нам Дарьяльское ущелье? Вот у меня возникает вот чисто гипотетический вопрос. Зачем нам выход на Дарьяльское ущелье? Чтобы окружить ингушей. Нет. Но у нас выход на Грузию, своя дорога, которая без всяких тоннелей, круглогодично мы можем ездить. Нет, это все он это преподносит так, ты не заметил? Экономические вопросы, касаемые по дороге, эти вопросы решаются и со стороны Грузии, и со стороны Чеченской Республики. Это планы на будущее. У нас есть выход на Грузию, и нам этого не нужно. То говорили... Поэтому вот этому участку то говорили, что хотят проложить там железную дорогу и там выехать чуть ли, я не знаю, в Грузию на железную дорогу провести. То говорили, что говорили, что там у нас залежи нефти чуть ли вот ногой не стукнет. Кто не был в Галанчевском районе, может не знает, какая это местность и каково будет там вообще качать и не качать нефть. То говорили, что там золотые прииски. То говорили, что все в Чечне нету других архитектурных исторических комплексов, если вот этот кусок земли, который был незаконно в 2008-2009 году втихаря прихватизирован, что вот если вот там они сейчас заберут, чтобы они это делают, чтобы башен у них было больше. Все методы уже, все как бы версии уже использовали. Теперь, оказывается, отрезать Джайраховский район, объединиться, соединиться с Осетией. Зачем? Во-первых, если вашими словами, гипотетически, мы так хотели соединиться с осетинами, но может у вас с географией совсем туго, у нас есть граница с Осетией. Мы граничим с Осетией. И без этого выреза наша территория, натеричный район, она граничит прямо с Северной Осетией. И для тупорылых, кто не знает, точно так же есть граница со Ставропольским краем. Есть граница с Дагестаном. Есть граница с Грузией, есть граница с Ингушетией. У нас со всеми есть границы. Зачем отрезать вот этот тяжелейший участок? Вообще, неправильно у тебя вопрос. Неправильно ставишь вопрос. Зачем, нет. Для чего он это придумал? Зачем он написал этот текст? До этого мы дойдем. До этого. Там минуту, там байтансвик. Там минуту, там байтансвик. Başla. İşe tekstü yazınıyor. Çünkü atölye саиотек сюекач, сайкач бу сомнение. Чтобы ингуши не говорили про свои земли Запада,
пригородный район. Постоянно им суют новые, дуйца, и тем наши, связанные с нами, с чеченцами. Иш идеш бушин, иш шардеш бушин, иш шардеш душ. Ай, войну, а я и учу. Проблем же искусственно, дуй, разжигать, создавать, придумывать, и что она, там ешь, и саешь, войну, а и питан дуй, и даться далит, и дети трет, и нах, и авторшбуй, чтобы они не говорили про земли Дуона Запада, пригородный район, а чтобы все время, вот видите, Боже, халхатуш, нет его, халхатуш, я и учил, проблемят, и проблем я речу, хьетсун и нах. Он дальше на самом деле, войну, ямаяцы их проблем. По идее, искусственно и проблемой. Видите, я же вора дешка дуин вадохш, да, жогорс, шоус, بين برت آخر دوين إز أحمد حاجس زازي كوس بين برت آخر دوين إز كيتيا وينو أتصفر مالنا بخلداتهم يفرمالنا دولش دول دوز دوي يفرمالنا دولش دولهم إز تنخ تعطيهم نشيش إتشاغدش تسيدش дестадеш его из غلقشن حلقاقوش чтобы они продолжали в интерсечка уэйцане доулатта. Чтобы они даже думали про пригородный район, как ее забрать, то есть всю энергию, которую они должны были тратить, чтобы вернуть свои земли с запада, они их перенаправляют как бы в нашу сторону, в ложную сторону. И что это сунез? Ладно. Все киштело долу. Слушайте, ну, честно вам скажу, по поводу данной ситуации, я хочу сказать вот как. Мне, честно сказать, вот эти конспирологии, мистическое отношение, это, конечно же, немножко кажется из области фантастики, как говорится. Имеется в виду, чтобы вот так зайти издалека. Нет, я думаю, что и так есть определенные люди, которые баламутят в эти непростое время каждое решение. Но я бы этим людям посоветовал бы, просит выйти людей в 700-500 тысяч и так далее и тому подобное. Благо, хорошо, что не сказал 700 тысяч или там 1 700 000. Каждый раз, когда обсуждается, следить за нашими новостями или следить за тем, как и что делается на территории Чечни, это не должно как-то так сильно задевать или влиять на, так сказать, умы, будоражить некоторых людей. Да, конечно же, так, и кто-то задонатил, донат, за Аршты прислали такой донат. Да, Саадот Буддистник Эзершка Содолил. И мы прекрасно видим, знаем, что все, что делается, переименование сел на чеченское название, Бамутом присоединение, и Бамут, и Ачхой, это все наши земли. Разрастется оттуда вот сюда добавится. Это вот из области, я не знаю, почему, опять же, Ачхой-Мартан, наше исконное чеченское селение, селение, должно уйти куда-то в горы. Тот, кто знаком с градостроительством, прекрасно знает, что есть территория плоскостная. Там есть местность, где плоские. И как раз на этом видео, где выступает глава Чеченской Республики, он говорит, здесь огромная территория при въезде, широкая, красивая. Есть плоскостные земли, где строить социальные объекты, многоэтажки, намного проще. Просто есть люди, которые пытаются баламутить. Есть люди, которые пытаются провоцировать. Вот я не знаю, честно сказать, зачем каждый раз поднимать такого рода вопросы. Валай, можно только порадоваться. Если ни один чеченец не сказал ни одного слова плохого, когда строили Магаз, грубо говоря, да? Или там какие-то другие объекты, которые строились в Ингушетии. Никогда не было до этого дела никому. По крайней мере, в Чеченской Республике.
только с лучшей стороны. Альхамдулилlah, стройтесь, развивайтесь, это ваше дело, никто вам ни в чем не мешает. Мы будем только рады за вас, если это все будет так. Ну а так, ну, зачем? Вопрос, зачем? Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Я, честно сказать, прямо у людей какая-то, не знаю, ай, ладно. Я вам зачитал, я вас ознакомил. Прямо уж там, прямо поднимать. Наша Родина, как хотим, так и строим. Переживать не стоит. Человеку, который баламутит достойных братьев и сестер, не стоит этого делать. Это не имеет к вам никакого отношения. На своей территории мы хозяева, делаем, что хотим, и развиваемся, как хотим. Думаю, с этим проблем нет. То, что у вас там кто-то не живет или живет, и из-за этого возникают проблемы, не проблемы, ну, это ваши внутренние дела. Вот. То вы в горы хотите всех загнать, то вы с гор хотите всех спустить. Прям не знаю, какое-то наваждение, честно сказать. Нам-то без разницы, где вы хотите, там и живите. Это ваше личное дело. Думаю, с этим мы как-то над этим не задумывались никогда. Вот. Так. Провести со мной дискуссию. Ну, отрезать Джейрах, выезд на Дарьял, это все просто-напросто, алейкум ассалам, это из ряда выходящие, конечно, какие-то сказочные. Ибрахим, если есть вопросы, задавай. С Ютуба. Будут видны. Сейчас перенаправят их. Так. Башлан, Цадахой, кто? Не знает Цадахой. Кто такие Цадахой, не знаю. Цадахрой знаю. Есть такой тейп. Да, там в этой книге 206 была, вроде бы, если я не ошибаюсь, 207, да? Мы нашли у чеченцев есть миграция. Это то очень сильно предвзятым, конечно, написана эта книга. Вот, но самый один момент, который они даргинцы, нет, не даргинцы. По крайней мере, они себя таковыми не считают. Там есть частично цудахарцы, которые произошли не из Дагестана, а произошли из Грузии. Башлам, пусть пишут сколько хотят, ты же знаешь, что их писульки ни на что не влияют. Знаю, Башлам, откуда это название? Урус Ачхой. Даут Мартан он назывался, от имени Даут Мартан. Даут Мартан он назывался.
Русмартан там рядом. Башлам, что оповещение не пришло. Не знаю, почему не пришло оповещение, честно сказать. Так, хотел здесь... вот те люди, которые спрашивали, говорили, что якобы Мелхи отдельный народ. В 19 веках, 19-20 веках, они были уже давно необитаемы. Это горная часть Чечни имеется в виду. И здесь пишется дальше, необитаемые. Люди жили в мелких поселениях, разбросанных на склонах гор. Так общество Мелхиста насчитывало 122 даров, состояло из 14 селений. Это, чтобы вы знали, в 19 веке. Аравной Суили Буйбац, Аравной Суили Бац, Башлам Галгай Тайп есть у нас, есть. Есть, Галгай Тайп у нас есть. Тут, как говорится... Почему не приходит, я, честно сказать, не могу сказать, это из-за чего. Ну, видать, сбой социальных сетей. Вроде бы у меня, как говорится, все работает. Все, что я могу сделать, транслировать, показывать, печатать, у меня происходит. Этот человек, который там писал, особенно он, Уарство Новчева, есть такой ник, с ним переписывался один. Он начал мне там писать, рассказывать, говорит, тейпа у вас никогда не было, говорит, тейп это наше название, а у вас, говорит, название только Токум. Этот человек под моими постами написал там огромные пасквили, рассказывает какую-то ересь, и, честно сказать, я сам, не скажу, что немного удивлен. Реально таких людей галатлой, мюльшбу, галатлой. Я не знаю таких. Башла, мне один твой подписчик не нравится. Из-за него я забыла, что хотела тебе написать. Ну, ты не обращай внимания на моих подписчиков и пиши мне. Смотри на меня, слушай меня, говори со мной. Я отвечу на твои вопросы. Ты же ко мне в эфир пришла, не к нему, правильно? Вот, и было бы правильно, если бы все задавали вопросы мне. Мы же, как говорится, собираем, там, проводим трансляции, проводим стримы, чтобы вы пообщаться могли со мной, могли задать вопросы касаемо там истории, там, географии и так далее и тому подобное. Веб-сайт, да, кстати, хорошо, что напомнил, у нас появился веб-сайт www.bashlam.com. Вот Ибраим закинул, так что мы усиливаемся, мы работаем благодаря... Вот так бывает, поддерживают братья. Мой брат Цуантро помог мне с этим сайтом, так что, если что, чтобы вы знали, www.bashlam-39.com. Вот такой у нас сайт. Там, я надеюсь, мы сможем с Ибраимом сделать, там нужно сделать и опросники, Ибраим, чтобы мы могли там опрос делать, допустим, несколько вариантов, чтобы люди знали, какое было первое название там чеченцев, какое самоназвание правильно, там давать несколько вариантов, вот, чтобы люди могли туда зайти и узнавать что-то новое, какое первое там этноним, как нас называли в древности там наши соседи, разные версии давать, чтобы узнавать, люди правильно отвечают, неправильно отвечают, там, сколько вы знаете наших башенных комплексов, в каких районах. Надо это все надо вот в этот сайт все сделать его более таким насыщенным, напичканным нам с тобой. Но это все, как говорится, на будущее. Моти, у нас нет дела до Ингушетии, но у нас есть дело до пригородного, так же, как и до Уха. Мне, честно сказать, нету дела до пригородного, мне есть дело до Уха, пригородные районы нас не касается.
В плане каком, потому что я не думаю, что есть кто-то переживающий за ауховцев или за тех, кто у нас проживает в Иордании, в Панкисе, в Сирии и так далее и тому подобное. Представители нашего народа. У них есть свои представители, пускай это их заботит, они работают над этим. Мы должны работать непосредственно у нас. Уэйх бу олш хазнесун үш, как андийцы. Нюльш үш. Вот, поэтому каждый, как говорится, по-своему. Я не знаю, кто там работает в нашу сторону, в их сторону. Это уже не мое дело, честно скажу вам. Но э, это у нас есть и свои проблемы без этого. И причем их не так уж и мало, которые нужно решать, над которыми нужно работать. Ну, такова жизнь. Что тут уж поделаешь. Что бы ты ни делал, все равно не так. Да, конечно же, если у нас спросят, мы можем сказать, что мы думаем насчет этого. А так дальше вмешиваться, думаю, что это некорректно. Потому что нам сразу скажут, что у вас нету своих проблем. Сострадание, переживание, все есть, но дальше это уже, как говорится, у каждого своя республика, своя столица, свое правительство, руководство, парламент. Яхмобила Башлам, этот телефон не сохраняет надписи, как тот. Да ничего такого. Все нормально. Все хорошо. Башлам, когда свадьба? Эх, свадьба. Ты говоришь, свадьба. Мне бы решить здесь другие проблемы. Более значимые. У меня столько работы, вообще ужас. Очень много надо опубликовать, напечатать. Столько набралось материалов. От Юни материал я не получил. Что там Бузик опять за конюртом? За конюрта сбежал. Не знаю, честно сказать, Ури-Ури. Сбежал он, откуда сбежал или нет, я не знаю. У него свои фантазии, он живет там в своем, как говорится, мире. Моти-моти. Черто, может, у тебя есть дело до пригородного, но у нее чеченского народа. Это Моти-моти написала. Вот так вот. Поэтому я бы станцевал на твоей свадьбе как никогда. Честно сказать, боюсь, что это будет не скоро. И будет ли вообще это пока. Свадьбы, не свадьбы. Сейчас пока не до этого, честно сказать. Что делать, когда тебя называют ингушкой? Когда я говорю, что я орство, начинают на меня газовать даже чеченцы. Так азгалгамат булц ягаж, азбулцар сайдей матба, эн кьетац. Ну, для начала, я не знаю, кто на тебя газует. Думаю, что это дело каждого человека. Каждый сам должен определиться. Что касается, если ты меня спрашиваешь, Орствай, то боюсь, что тебе не понравится мой ответ. Муат – это вообще, само собой, это не ингушский, это галанчорский диалект. Это садайш бейсен и хадайш, садайш, вой масар бьютек самуат был.
Нейнен Мохтбу и Нохчи Мохтбу. Диалектов много разных у нас. Что касается меня, я бы на твоем месте поинтересовался бы более углубленно этим вопросом, есть ли вообще такой народ и может ли, на чем зыждется вообще основа народа, нации, этноса. То есть здесь более глубокий подход нужен к этому вопросу. Я не буду тебя переубеждать, но знаю однозначно одно. Уарство – это общество такое же, как и много других, шатойское, чаберлоевское там, и так далее и тому подобное. Одно из обществ, которое без малого, наверное, больше, возможно, в Чечне, нежели чем у других регионов. Небольшое количество их есть и в Аухе, но так, если с Ингушетией. И никогда в жизни за все время, мне не столько мало лет, я не слышал такого, чтобы там Уарствай или там Мелхи, или Тирвай, или Чеберлвай, или там, я не знаю, Шатвай были отдельными национальностями. Конечно же нет, никакие не отдельные национальности, мы все едины, одна нация, один народ. Вот. А что касается языкового диалекта, тут ничего нету, это прекрасно, богатство нашего языка, поэтому в этом плохого ничего нет. Если бы, еще раз говорю, у меня нету никакого предвзятого отношения, нету никакого плохого отношения ни к тебе, ни к кому-либо другому. Можешь, как есть сказать. Я уарство тайпом межу, я ночью. Вот абсолютно верно. Можешь, как есть сказать, я не против. И как есть сказать могу. Уарство это такие же норчи, чеченцы, как и Тирвай, как и Шотвай, как и Чеберлой. Но у чеберлоевцев свой диалект, примерно. А уховцев свой диалект. Ну, примерно. Да. Под киси кистинцев свой диалект. Так? И таких диалектов у нас 7-10 говоров. Но ни в коем случае это не является отдельными народами. Жалко, конечно, что нас делят. Жалко, что, конечно, пытаются разделить, сделать нас там, я не знаю, копиями много другого. Но по сути своей мы часть одного единого целого. Так получилось, что сегодня, ну, честно вам скажу тебе, я вот читаю и много раз зачитывал многих военных, историков, этнографов. И вот это деление, оно шло еще с тех пор. То есть мы были едиными, но даже тогда пытались найти, чтобы разделить, раздробить, максимально сделать так, чтобы нас, как говорится, максимально стало вот, разбросали чуть побольше общества. Ну, допустим, ты говоришь, что ты мержу. Ты знаешь, сколько мержу проживает на территории Чечни? Как их много здесь. И все они нохчи. И были, и есть. Начиная от Шатоя, заканчивая там и в моем родовом селе, и Теркисе, и Ачхоймарта. Везде проживает мержу. Мержу, обычно тейп. Мержу, ай, мушку, и все. У разных людей, у немцев, у французов, у испанцев, у всех разные диалекты бывают. И тут ничего такого нету. Другой язык – это когда я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь. А то, что ты говоришь на диалекте, который немножко непонятен там, тем людям, которые говорят сегодня там, на литературном чеченском языке, ну, это зависит от
возможности человека говорить. Ну, что тебе сказать я могу? Там был один старик, который там, ну, старик не скажу, но взрослый человек, который пришел ко мне в эфир, проживает здесь, ему там, не знаю, 60-70 лет, разговаривая на нашем языке, он мне там мульку заливал, что вот мы отдельный народ и так далее и тому подобное. Но откуда, где отдельный народ? Я искал, я смотрел, где корни, с какого века, где написано там. Рассказывают то, что Сюли когда-то там что-то подобное было написано там, Арши или и так далее и тому подобное. Все. Башлам, почему у андийцев другой язык? Потому что это другой народ. Вот поэтому и другой язык. Вот, я же не говорю, что андийцы там, это чеченцы. Я этого никогда не говорю. Андийцы это отдельный народ. Как и дидойцы отдельный народ. Вот. Поэтому люди, которые говорят, знают. Ну, здесь есть некоторые подходы у некоторых, у определенной части ученых, которые начинают говорить, кем же является человек, если у него родной язык только чеченский. Других языков у него нет. Ничего нет. Ну, то есть такой вопрос такой риторический. 100 лет, 200 лет, 300 лет он проживает среди нас, там уже корнями, уже все. Где-то, когда-то там, 500 лет тому назад он переселился, а после этого все, что здесь есть, поколению, и там есть определенные правила. Когда наши предки уже говорили, столько-то лет ты имеешь право там быть с нами, не претендуя там на гору и так далее и тому подобное. Гражданином быть ты можешь. Для этого и давали им политическое убежище. Мы много рассказывали об этом. Не знаем, как сейчас дома, но за пределами нашего государства, от старых до наших дней, сотни тысяч наших людей, мы все говорим, что мы, Нохчи, это главное. Это так и должно быть. Башлам, мы что вариант насчет языка меня упрекают. Типа ты разговариваешь на нашем. Сундиза царь и тейп хамаш сугдуцаш. Поэтому я разговариваю на том языке. Ты им послушай, ну, мы такой народ, когда нам что-либо запрещают, мы делаем это назло. Но я тебе скажу честно, мне, допустим, очень нравится, когда каждый говорит на своем языке. Ну, глупые эти люди, Межоева, я не знаю, Амина ты или Амна ты, не знаю, как тебя, Амушка, как тебя зовут. Ну, глупые люди, понимаешь, они не знают, что такое диалект. Ты у них спроси, они понятия не имеют, что есть такой, сколько диалектов и сколько говоров есть в нашем языке. Да, духляхва. Вот. Поэтому, я не знаю твое имени, поэтому так говорю. Поэтому, Мужухоеву, обращать на каждого человека. Я всю жизнь, когда ездил по России, в другие страны, когда ездил, я очень сильно страдал из-за своего имени. Здесь-то это нормальное имя, а вот представь себе, где-то в России, за пределами, как трудно там запомнить это имя, и все время там искажали там и так далее и тому подобное. Честно, это было всегда, с этим реально возникает проблема, особенно в юности, в молодости. Поэтому обращать внимание из-за того, что ты говоришь на другом диалекте, ну что, скажи, да, я сунсу амилю хаут, ашудуют сахасу. Ну, если ты хочешь, скажи, насчет языка поговорить, скажи, съезди там в Галанчевский район, с местными жителями поговори. Съезди в Итумкалинский район, скажи, в Шаройский район, скажи, в Чеберлоевский район, пускай съездит. И поверь мне, даже этого не буду я говорить, пускай даже поедет на Теречный район, у них свой говор. Валлахни, жвачкби, ничего тут такого нету. Просто люди необразованные могут нести всякую ересь. Это
такие вещи, которые из ряда вон выходящие, ну, всех людей мы не перестроим, не изменим. Я, по крайней мере, да, мне же эти вопросы задавали. Говорили, что вот ауховцы, которые разговаривают на акинском диалекте, а вот почему там сюли муат бютит бац, сюли муат бац, сюли диалект яц. Ну вот такое влияние, под влиянием там непосредственно они живут в этой местности, им приходится общаться из Умки, и Сюли, и Газгумки. Я уже не говорю об остальных народностях, которые есть. И андейцы, и дидойцы. Со всеми нужно говорить, а у них свои разговоры, они по-своему гыкают, икают. Ты думаешь, в России нету диалектов? Проверь, посмотри, как разговаривают на Урале, как разговаривает Мордва, в Башкирии как разговаривают, в Питере как разговаривают, как в Москве разговаривают. Это профессиональные лингвисты могут отличить, и просто это не каждый человек просто может это понять. Это нужно понимать. Да и даже мы же все видели много роликов, когда разговаривают кабардинец, осетин, грузин, армян, и чеченец, там, и дагестанец. Же есть муж. Все это знают. Вот у нас нету этого. Великолепный, красивый язык. Один из древнейших диалектов у джеберлоевцев, у шароевцев. Галанчурский диалект – это один из прекрасных диалектов нашего языка и богатства нашего языка. Это есть богатство языка. На галанчурском диалекте говорят многие. Вся Ингушетия, Мелхи говорят, Орская говорят, Экки говорят. И многие ногчи говорят. Это зависит от обстановки. Вот. Ну, есть понимающие люди, есть глупые, но с глупыми разве ты будешь? Вот сколько, 4 года прошли, до сих пор люди говорят, что вот вы у нас в 2018 году отобрали землю. Некоторые говорили, что вот мы это основали там и так далее. Там Малгобек говорили мне, рассказывали, что Малгобек чуть ли там не с 18 века у них, там с 19 века наш Малгобек, говорили мне. Мне заходили в эфир и рассказывали, что реально Малгобек с 19 века это их земля, и никогда она не была там в составе Чечни и так далее и тому подобное. Говорили, что мы там первый чуть ли не с 15 века осели в этих землях. Не осели. Не осели. И это ложь. И фактически до 1830 года, как таковой, в этой области никого и не было. Из наших, чтобы жили там, оседлый образ жизни. Абсолютно, да. Да, есть такое дело. Аль-Нохчи, есть такое. Мужахоева, не в душе, я тебе клянусь, я это многим вашим клялся, хотя они из-за этого сделали ролик там, испоганили, испортили все мои слова, там начали говорить, что вот ты там клянешься, твоя клятва никому не нужна. Я могу поклясться, что у нас у всех один корень. Ой, шайдеш садо. Ну, ты знаешь, нам всем кажется, что вот это наша индивидуальность. Вот если я орство, я вот исключение, я вот лучше. Я мелхи, я вот лучше, чем орство. Я вот экки, вам экки. Я вот лучше, чем мелхи и орство. Я вот иру, я лучше, чем мелхи, орство и экки. И это масерах бюстик. И это вот исключительность наша. Всегда вот люди думают, что
люди думают, что это вот прекрасно и это хорошо. Но, к сожалению, это не всегда так. Не всегда так. Как бы нам ни хотелось, но это, честно сказать, больше вреда от этого, нежели чем пользы, честно вам скажу. Хотя многие думают иначе. Если бы мы думали о государственности, то мы прекрасно бы должны понимать и знать, что мы должны в первую очередь думать не о своих личных каких-то амбициях, лично о себе, как об обществе, о тейпе. Мы должны больше думать о народе. Вот. И почему мне нравится, почему для меня это стало новостью, которая меня реально обрадовала, эта новость, когда из Ачхой Мартана сказали, начинают делать горы. Это хорошая новость, это великолепная новость. И, кажется, кто-то Заур задонатил. Просто... нет, не Заур. Прошу прощения. Зура задонатила. Аллах дал саадуэл, болдиснак. Эзернашка совду улетел. Ну вот сегодня 3 человека задонатили, и то хорошо. Не забывайте поддерживать, донатить. Номер для поддержки нашего канала вот снизу написан. Это номер Сбербанка. Поддерживайте, делайте все, чтобы развивать наш канал, веб-сайт, телеграм-канал, Facebook. Все это у нас есть, и мы его благодаря вашей поддержке мы развиваем. Поэтому я, честно сказать, вам еще в прошлом году рассказывал, что есть в планах построить 2 города. Об этом говорилось на уровне правительства. Была такая информация, что вполне возможно новые города возникнут. Хасун, Ибря, из Серноводска и Наура будут делать новые города. Была такая информация, я вам знакомил с этим. Но, видите, Ачхой Мартан вышел первый. Я понял. Хотя аварцы с пеной у рта пытаются доказать обратное. Последняя публикация Азамата решила меня сомнений насчет нашего народа. Народ един. Всегда был и есть. Ассалам алейкум, сейдову нохчик, нохчичу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дал сейдов. Вот. Города нужны. Все это. Понял, брат. Как всегда. Но я думал Заур, я сказал Зура, все. Все, я прошу прощения. Ва алейкум ассалам. Башлам, ты не уарство, ты не поймешь эту суету. Я все понимаю, поверь мне. У меня моя родня есть уарство. Так что, как тебе сказать? Ты не представляешь, насколько я хорошо знаю эту всю ситуацию. Очень хорошо знаю. И все время, понимаешь, проблема в том, что это на руку нашим врагам. Все время делить, дробить, это же фишка их. Они живут за счет этого. А мы ведемся на это. Вот и все. Мы ведемся на это. Поэтому нету развития. Я уверен, что если бы уарства проявили бы свою гражданскую солидарность нужным образом, я не буду говорить, каким образом, нужным образом, что их положение
их жизнь изменилась бы кардинально. Но благо есть люди, которые занимаются подстрекательством. Они, мы, это, туда-сюда. Но мы тоже отличаемся. У нас вот, и даже, я же говорю, я вам зачитывал Гольштейна, и в этой книге, говорю, в 19 веке, они говорят, что даже у горных чеченцев были проблемы с предгорными чеченцами. Я уж не говорю о натеричных чеченцах. Это было всегда. Это комплекс, это очень плохой комплекс. Но нужно думать о том, глобально нужно думать. Мы этнос. Мы должны строить свое государство, развиваться. И вот эти мышления, которые вот мелких людей, комплекс малого народа, комплекс неполноценности, от него нужно отказываться. Это нужно понимать. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Башлам. Слово дали, забрали, нарушая договор. Это уже не дело ингушей. Так как в ущерб чеченцам. Я не про это говорил. Там было много моментов, я вам зачитывал этот документ, где написано, что город, этот договор, который был заключен в 2009 году, ингушское общество не считает его целесообразным и отказывается. То есть договор между Дудаевым и Аушем они расторгли в одностороннем порядке, не говоря нам ничего. Есть такой документ, и вы знаете о нем, да? Это они же сделали без нас. Вот в этом проблема. Говорить об этом. Знаменских. Ну, это не Знаменск. Для начала Чоргюртюза. Население больше 15. У нас асфальтный завод есть. Чоргюртаха, Гайла. Ну, это не от меня зависит. Гайла, Шер, Цейр. Со временем все возможно. Живите, размножайтесь, стройте заводы, все будет хорошо. Ассаламу алейкум, если нацикш гулбелишу, ва алейкум салам гулбелла нацикш. Ошка это, мужихоево. Какая суета? Почему-то я не чувствую суету. Разговор нужно пресекать на корню. Мы ногчи. Если человек сам не уверен, что его проблема, что это его проблема, а не окружающего. Абсолютно верно. Башлам, как думаешь, кто напечатал тот текст, который ты зачитал? Я вам зачитывал и говорил, вы должны сами понимать, что написано там и как написано там. Слышал, Башлам, у Серноводска и военный городок строится, городом станет. Я это зачитал, говорит, ты немножко опоздал. Не военный городок там строится, а там строится для лечения пансионат, кажется, лечение. То есть Серноводск, думаю, что в ближайшее время Серноводск тоже идет к тому, чтобы стать городом. И да, если меня спросить, и Самашки пускай будет, пускай моя Чечня цветет и процветает, и нас будет, да, у вас все больше и больше. Чургиуштион, но многие не знают, что он так назывался Башлам. А надо знать, Араноевский, надо говорить, и надо говорить, что Араной Тейп, который является исконно чеченским, в большой своей части проживают в Чургиушта. И живут там, и делают все во благо развития. Надо до людей доводить. Надо доводить до людей. Если мы говорим Знаменское, Комсомольское, Октябрьское, когда комиссия наша каждый день переименовывает, убирает вот эти тюркские, русские, ненужные названия, возвращает свое исконное название. Мы сами должны стать катализатором того, чтобы это делать. Мы называем их на русском языке, а потом удивляемся, почему никто не знает об этом. Мне почему-то кажется, что это текст от Иго Зурзуки. Я не знаю, черту, говорить не могу. Написано, пару ошибок там есть, грубых. Написано, в принципе, я бы сказал, что это эсэсовцы написали. Но я могу ошибаться. Аргной мат. Но Таран Уаймах Кабасты, Алейцантру.
сожалению, аронвай муахка, тана вай махка бас. Черт вай муахксан ламбуй, еще диха аубиснак, вай дознал ара аубиснак. Аргуани о шметтях. Хабюльбук аронвай, если я не ошибаюсь. Но у них показывает, ДНК сдали, показывают чисто J2 у них. А равно чисто J2. Правильно. Так разговаривай на нашем, потом поймешь, о чем. Я даже чеченцам буду говорить, что ты ингушка. Потом ты докажи, кто ты. Ты никому ничего не должна доказывать. Ты чистокровная Нохчи чеченка. Тебя здесь любят, ценят, уважают. И тот, кто тебе говорит, что ты там и так далее, ты просто-напросто скажи, а ты знаешь свой родной язык? Перечисли мне чеченские диалекты, и я тебе скажу, на каком диалекте я говорю. Если ты не знаешь свой древний язык, а ты разговариваешь на одном из древних диалектов чеченского языка, то этому человеку, который, алейкум ассалам, который не знает своего языка, должно быть стыдно. Я по своей глупости скажу, я же тоже был молодой, имеется в виду, когда мне было 17-18, с родной Шичуч Эберло. Мы, вот сколько я над ним издевался, когда он приезжал к нам. Царь, а куй глазинерса, Олштар, мы смеялись с него. А оказалось, в конце концов, что один из древнейших диалектов это Чеберлоевский, Шароевский, Кистинский, Галанчожский. К моему стыду. К моему стыду. В то время и я не знал этого. И многие до сих пор, им 80-90 лет на базаре встретят, когда начинают говорить на галанчожском деле. Ой, ламройбу, абахкина ламрой, абахкина ауш, вахушина оли, да было. Ламрой, ламанхуай. Но к чему будешь? Вот зачем алхи ваве, она йохча, дикча, вахар, уж. ويدي لم نشلر داش ويدي غلق داش لا عين مو еще وما бесина. Вот возьмем один и тот же мужской. Вот сейчас, который ты говоришь. Вот ты мужхо, да? Ты представляешь, вот ты мужхо, ты говоришь на галанчожском диалекте. Ты знаешь, сколько в Чечне мужхо, которые говорят чисто на литературном языке. Не так, как ты. А у них твоя кровь. И у тебя их кровь. Просто ты в той атмосфере выросла, а они в этой атмосфере выросли. И вот это небольшое колебание, деление, вот это все произошло уже после 90-х годов. 90, 89, 90, 91. Вот это деление, вот это все это произошло. В то время, когда начали вот этот парад независимости, начали объявлять там отдельно Пхаумялха, отдельно Хамдуарство, отдельно. Эта балалайка играет вот с северо-западной стороны. Она как играла, так и играет. С тех пор просто она иногда становится чуть тише, а иногда становится чуть громче. Вот. Солнце и фонд ол. Аминь. Я не знаю. Это надо спросить тех, кто говорит. От местности Аргуани, Хабюльбуш, насколько я знаю. Если наши историки стали немного умнее, прекращали тупить, все стало бы на свои места. Наши историки самые умные, ты что, к ним не подойти не знаем, а они же у нас самые мудрые. Мы-то простые блогеры, ничего не знаем. Они это вся светочи, понимаете? Башлам, я знаю, что мы не народ, мы племена. Мужихоева. Общество, все общества, не более того. Не более того. Аронвайц, нохчи был щеку отсюда.
такие же, как и Туркуайц и Нохчи, как Варандуай, Гуной, никакой разницы нет. Я не знаю, вот это вот небольшое вот а, есть небольшая проблема. Ну как проблема? Я не могу сказать, это проблема, это культурная проблема. Вы поймите, что у нас был закон, по которому мы должны были жить и, как вам сказать, и принимать всех тех, кто там должен был получить политическое убежище у нас. Вот. Ну, кто-то это понимает, а кто-то нет. И не понимающая проблема, что этих людей все больше и больше. Вот в этом реальная проблема. Я не знаю, что нужно сделать с этими людьми. Пытаешься изменить, пытаешься сделать все, как бы довести до этих людей единство, единство. Ты говоришь, но у нас же все бабки, должность. А если ты человек простой, который там не имеешь такого большого доступа, начинает вот говорить так. А человек ночью был, да, абсолютно верно. А человек ночью был. Как бы да везде все решает в основном. Башлам, они понимают, просто признают Леналдас. Тоже верно, тоже верно. Он был где исла. Грозный час Саид вор швейцарцу, Саид газду конюса. Я многих не видел давно. Я в основном читаю, работаю, пытаюсь что-то сделать, пытаюсь вылезти из этих долговых обязательств, но никак не получается. То одно, то другое, то одно, то другое. Ну, как и у всех, короче. Как их любят говорить мои друзья, рано или поздно все заканчивается. Конечно, хотелось бы, чтобы это было все до того, как ты покинешь этот бренный мир. Но, опять же, брат, колокольчик звучал в последнее время. Не понял, что за колокольчик, о чем ты. Вот. Ибрам, если есть вопросы, с Ютуба тоже задавай, отправляй, ответим на вопросы, потому что каждая, как говорится, Аргуния, Дагестан, Аяц. Аргуния, Дагестан, Аяц. Хайрют сега солнца, Аргвани, если я не ошибаюсь, это ближе к Грузии. И в Грузии я начался. Как-то так. Он халвиз бабдерг. Я тоже могу настаивать на своем, могу всякие недалекие истории писать. Дин, честно сказать, мне абсолютно кого-либо переубеждать я не переубеждаю, но حديث رأسانين خواه واشت خواه بو ده خواه نقش ما خواه بو ده خواه ملخي بو так, у меня со всех сторон сат гергалу до чнохчи тайп наш кезгду
цаа гендер гноаги агербуса уqa гуноаги агербуса цуантрой вардлой энгноаги агербуса беноаги агербуса именно улерги агернахбиц у нас. И что я могу сказать? Мержуя бу, так шюйтерниш бу, варандуя бу, нихлуя бу, хаккуя бу. Что я могу? Вот зачем мне какую-либо сторону тянуть? Мне смысла в этого нету. Хотя многие думают, ох, он тебе там, Башлан, ты же можешь мне лично отвечать, как есть, так как там есть варство. Я говорю, как есть. Когда Эги пришел в Чечню, я не знаю, был ли Эги в Чечне. Мне, честно сказать, до Эги дела нету. Честно. Мне только до наших дела есть. Вот, а там дальше, не знаю. Вот. Ну, это легенда, я так понял, про легенду говорят. Со войны хватит, сынок, чего. Я не буду применять термин не войнахи, честно сказать, не нахи, поскольку для меня это позорно, поскольку я знаю, откуда произошли эти слова и как это произошли. Мои предки никогда не были теми, кем их называл еврей Яковлев или его помощник Мальсагов. Вот. Я потомок своих предков, я знаю, как назвали. Для этого я и учился. Если интересно, хаам хули ас ач яздек да шон дикдо дересхел. Я отвечу на все, что знаю ответ. На что знаем, отвечу. Честно сказать, в прошлом эфире мы рассказывали, там я начал зачитывать, точнее, информацию о Джопу Майстой, Майстой шлес, я зову Реждиц, это сейчас зачитывать. Меня поразили вот те условия, в которых жили люди Хамтой, Хаккой, Мерджой. Ишбак. Цечуэбу. Как-то так, господа хорошие мои. Бомшо твой будешь, Абеш? Ну, много раз мне присылали, скидывали, что якобы они все произошли вот именно с области
там, где Уарская Мах Боча Галанджурского района, с этой области Бяхкин Бувуш. Ведь, ну, Памтуай, Хаккуай, это шатойский кластер, конечно, у меня всякого сомнения. Но они L3, а L3 в основном это Уарствай, гаплогруппа одна. Бам. Активнее задавайте вопросики. Башлам Карклой, тайп до Москва бонус. Алкомаркич уля вахт. Ракш бук Карклой. L3 в основном ушла. Они относятся к гаплогруппе L3, будет J1 бумяцун цель, J2 был. Ну, в основном L3 бумяцун ушла. Эхкай сан. Эхкай был L3. Лам эхкай. J1, J2 генасоном балык бичуш. Ну, самая хорошая новость это вот наше строительство западного города Ачхой-Мартан. Это, конечно, хорошая новость. Если будет город, должны быть и градообразующие заводы, и там, значит, рабочие места, значит, люди будут подтягиваться туда и будут знать, кто кого больше любит, уважает, а кто просто-напросто хочет техничного лясим-трясим. Это хорошая новость. Только вот честно вам клянусь, когда мне пришла новость, начали скидывать директ вот этот текст, я еще не понимал, о чем речь. То есть я сперва прочитал, конечно, увидел это видео, что город будут делать, там поставили Хучиева ответственного там за этот проект, то есть там главный. Я как-то не подумал об этом, а потом начал зачитывать, смотрю, вроде бы об этой встрече говорят, и вот так вот. Да, скоро будет Ачхой-Сити. Что за заводы будут строить, зарплаты какие будут. Все будет. Заводы по воспитанию норвежцев будут. Перевоспитанию норвежцев. Не знаю, какие заводы будут. Посмотрим. Но я скажу одно. Я думаю, что там будет сельхозпродукция очень хорошая. Там вот сектор именно по томатам, я так думаю, соленье, вот консервный завод, вполне возможно, что консервный завод. Ачхой-Мартановское молоко очень вкусное. Вот здесь раньше проходила вот этот ярмарка. Я всегда, когда знал, что оно есть, раньше здесь был Минсельхоз, и они проводили ярмарку. Я всегда с 5-литровой канистрой ездил за Ачхой-Мартановским молоком. Я очень люблю сметану, молоко, молочную продукцию. Именно свою отечественную. Я покупал, и вот там в основном все Ачхой-Мартановское было. Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, это в основном сельскохозяйственное. Ну, я так понял, что Урус-Мартановское там есть еще и по генераторам. Я думаю, что просто нам нужно немного времени, и потихоньку все нормализуется. Бизнес строят люди умеют, трудиться мы умеем. Просто не слушать, не как бы распылять свое внимание, а идти именно на развитие нашего региона, и вполне возможно. Социалка у нас очень хорошая, благо с рождаемостью у нас тоже неплохо.
именно Очхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Сирноводский район, они потенциально хорошие КПД выдают. И люди более очень, так сказать, принцип робот механизма. Я ехал в Нальчиковском поезде с Москвы, там парень разговаривал на чеченском. Я с удивлением спросил, ты чеченец? Он мне ответил, нет. Потом я ему сказал, мол, ингуш? Тогда он мне ответил, я орство. Ну вот как раз мы об этом и говорили. Буквально с этой, за эти последние 32 года, очень много сделано для того, чтобы разделить. Очень много сделано. Но, к сожалению, этот человек тоже не знает ни своей истории, не знает истины. Хотя, в чем истина? Его спросить, если в чем истина. Он думает, что он прав. Я не стану переубеждать. Если бы он был бы там гражданином нашей родины, вот с ним я поговорил и объяснил бы этому человеку. А так, переубеждать человека бесполезно. Нарниц хватает, дуйте. Уже квал мегером дусуна это. Есть такое дело. Идет эфир, а мне вопросы задают здесь. Это, конечно, очень круто. Но одновременно и тут, и здесь отвечать сложновато. Так, так, так. И вот так вот. İşte başta olsun. Походу, сегодняшний гость, которого пригласила Джузи, не пришел. Вот. К сожалению, не завидую я тому ворству с поезда, когда ему придется объяснять, например, русскому, что за нация такая ворство. По-любому ему придется возвратиться к чеченцам. Ну да. А иначе никак. Иначе никак, честно сказать. Хотя можно говорить язык без костей. Все что угодно. Это зависит от людей, опять же. Чуволшу овац. Ехай хабаршите. Ну, как всегда. Ты знаешь, я же тоже этому человеку написал, если ты хочешь что-то задать мне, конкретно поговорить, заходи ко мне в эфир, я тебе отвечу насчет тайпа и все остального. Ну, видишь, говорить, писать, как говорится, можно, но
который может ответить тебе на вопросы и, как говорится, не самое лучшее. Вот, а так, я бы рад пообщаться со сказочниками. Они вообще народ удивительный. Любят нести чушь. Пургомет у них очень сильно работает. Машлам у вас тоже Мужахоева. Фамилия Мужахоева не знаю у них. Вроде у них фамилии нету. Мушва есть. Есть, конечно. Мушва очень много в Чечне. Честно. Такс. Вопросы. У нас все меньше и меньше остается времени. Вы лучше, если у вас есть вопросы, задавайте, потому что наш трафик заканчивается буквально через 23 минуты. После этого продолжать я не смогу. К сожалению, у меня ограниченный трафик сегодня. Постараюсь завтра тоже что-нибудь придумать и завтра уже в 10 зайти в эфир. Но сейчас мы как бы технические вопросы с интернетом я решил. Вот, постараемся сделать это все, как говорится, четко, чтобы было все. Если, конечно, получится. Бено задонать. Бено скажет, что он в этом под санкциями. Поэтому мои подписчики в основном все под санкциями получаются. Санкционные какие-то все. Но, как говорится, сделаем только то, на что мы сможем. Сделать, как говорится. من مسيرة خلبي يستيقظ. Ибраим, есть вопросы с этого, с Ютуба? Сколько человек у нас в Ютубе? Ничего. Скоро что-нибудь я придумаю. Что-нибудь решу я этот. Башлам зверху этейп дохдуй. Сунху шамдац. Насколько я знаю, нет, вроде бы. Башлам игнор мои ахсун. Эмен саду. Где я не зачитал Эмен саду? Игнор в чем? — 40 человек. Какие-то добрые все сегодня. 40 человек. 60 человек в эфире. Ну, 60 человек хорошо уже в это время в эфире. Но ничего. Как говорит
Не помню, 2030 годы. Мелхер Бувей. Бахар Хомелеон. 2030. Через 7 лет. Маловероятно. Маловероятно, к сожалению, брат. Я думаю, что это будет не так. С приростом каждый год у нас рождается 31 или 30 тысяч детей. Вот и решай. 22 через 8, 8,3, 210. Ну, в лучшем случае 250 тысяч где-то так. В лучшем случае. Башла, почему наши историки тупят? Ведь терминал это монголоид. Я не знаю, Расул, что тупят, как тупят и для чего тупят. Я не знаю. Не галга, а халха. А галга это они записаны были как тейп в этой области, в этой местности. Вот. Почему? Нет, Духа, я зачитал там 3 человека. Адлан, Зура и еще Шех, кажется. 3 человека задонатили. Все, что пришло, я сказал. Когда кто-то с Ютуба донатит, Ибраим мне дает знать, и я валикум салам, я об этом сообщаю. Когда книгу присылают, я показываю. Что-либо, что карта появляется, я показываю. Говорю, кто прислал, и что, как это все было. Вот. Тебе никто не мешает, Саду. Поэтому у меня ничего нету никаких секретов. Говорю, как есть. Что есть, то есть. А так, какие вопросы? На все отвечаю, на все говорю, как есть, как получается. Николай Соболев, молодцы. Сообщение. Вот так вот и живем. Которые живущие Орсквая в нынешнем Ингушетии, они все говорят за пределы Ингушетии, что они являются ингушами. Не понял вопроса, но если ты говоришь об этом, нет, не все говорят. И я тебе скажу так, большинство не говорят так. Не знаю, почему так считают, но я, по крайней мере, ничего подобного не слышал. Что значит глигуя? И значит это. Сегодня говорят, что это ингуши. Это название, которое дали грузины, кажется. Хотя Хасу Хангашвили говорит, что это не так. Спорить не буду, но сей факт имеется.
Дальше. Ты тоже не воспринимаешь это всерьез и даже не дочитал, хотя сам подтвердил это недавно, потому что он армейцев. Глигу живут в Грузии, но ничего не знает о родстве с ингушами. Наверное. Я не знаю. Башлам вай. Махках яшкерл йок аэропорт ю инзер йок. Да. Реконструировать старый, и из него делают новый аэропорт. Есть такое дело, и это правда. Это мы можем подтвердить. Хотя уже который раз. Буар завернулся, хотя уже который раз. Ну, я реально удивлен, что в Инстаграм в это время сидят очень много сидят подписчиков наших. Вот. И Али задонатил. Айл дал саадуэл, дал духвахуэл. Огромное спасибо. И вот наш брат Али задонатил. 4 человека из 60 мы сегодня набрали, тот, кто задонатил. И это, конечно, очень радует. Чем больше у нас таких сообщений, тем больше у нас возможность завтра провести эфир чуть дольше, чем обычно. Вот. Конечно ж так. Нет, это грузинское название, не искаженное. Грузины так говорили. Глигу. По крайней мере, в Ахуште Багратионе об этом пишут. Первое упоминание Глигов в 18 веке, кажется, 17-18 век. Нас должно больше интересовать не как там кто Глиговыми назвал. Нас должно интересовать больше наше. Откуда, в каком веке Нахчи появилась, где впервые упоминается, в каком веке, или Мисджеги, или Нахчи. Вот такое вот должно быть у нас. Но почему-то так нас больше интересует соседние, как говорится. Нохчи появились в 8... Нет, конечно, какой 18 век. У тебя, брат мой, не знаю, как там тебя, Л и так далее, Dead, Med, как там тебя зовут, я не знаю. Но название Нахчи 7 века записано с 14 века, с 1310 года. И именно название, как самоназвание Нахчи. Ахмад Тавр, Масирти, не знаю, честно сказать, сам бы хотел, чтобы его быстрее построили. Такую красоту. Было бы, чтобы красота была. Ассалам. Так, подождите. Нахчи были с Адам Хава, так как они болтай. Я не знаю, что ты там писал, какой-то вообще. Ассалам алейкум. Если в Махачкале сделали Навалакский район, есть вероятность того, что Ауховский район присоединят к Чечне. О присоединении района Ауховского к Чечне никогда речи не было. Было о восстановлении Ауховского района. Валикум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Башлам, ты видел карту старую арабо-османскую 1400 на османском языке? Да, конечно, у меня есть эта карта.
Ты говоришь, где написано чечен? Да, видел. Еще как видел. Ногчи как народ появились в 18 веке, и никаких ногчей сегодня. Да, я надела, да, не было, и были. Вот Нарниец заявился вот к концу эфира, как раз тебя мне не хватало. Ты появился, может быть, вот как раз ты в 18 веке появился, отколовшись от нас. Вот ты появился от нас. А мы прекрасно знаем, когда у нас есть упоминание о нас. Так что можешь и дальше рассказывать сказки про белого бычка. Муцольгов. Ну вот видишь, зашел некий ЦЛ, короче, безликая. Как может отец появиться от сына? А как может яйцо появиться от курицы? ЦЛЕ. Эртхадад, как ты там написал? Ну, безликая. Безликая. Как может курица появиться? Скажи мне. Из чего появляется курица? Что важнее, скажи мне, яйцо или курица? И ты ответишь на свой вопрос. Отец, как сожжет, появится яйцо от курицы? Знаешь, что я делаю таким, как ты? Пошел отсюда. И брат Али задонатил. Брат Али второй раз задонатил. Огромное спасибо, Али. Огромная благодарность всем, кто помогает, донатит нашему каналу, так сказать, помогает выживать. Огромное спасибо. Да, домой. Он ушел. 6 минут. Да, это комплекс маленького нарнийца. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Йоу, Нарнич, хазишин. Связи йоглыш, Нарнич. سادو عودة غاد شو سادو. دعوارك دوي بورتاش دعوارك دوي. تعجيل ورقش بولتو كرجليو. بورتاش يوشرو أنا تسكش بور. Не, представь, ты авиан дاخل غير شو измцу был сезон. Как может отец произойти от сына, ба? Он, наверное, имел в виду Святого Духа. يو وش Нарнич бой. عودي شو. سم حش ورع إفيري. Свой что я шел, пар, بوي شو. أول شو دعوة شو. أوه شو. ده Нарнич بس نكزات بحوه. يبزر تانو أدرس يوه. That's
Святаться радрим. تنسوا ده سراس باركيرو. Да. Цент овач, дугна бархвач. Ну, ничего об этом, как говорится, не слышал. ساتسو بإذن الله خلاص. يعني Харцу ючу, гойдан ва иншалла сацуру, багон тяду, нейсон тяду, кидадек. Шадек Аллахи. إيش بقى؟ بقدر başlamış. Boş çuvaller üst kalacağım. Давай. Далак тубал, далак неспал. يا بريس خيل أروق. ها. Нарнийский пагал, алчуя лица. У нас Ибраим, есть вопросы? Еще у нас осталось 5 минут. После этого придется трансляцию нашу на сегодня завершить. Завтра конкретно мы будем говорить, я сейчас сделаю анонс. Завтра мы будем говорить полностью, в основном, о термине дзурдзуков, как отвечали нарнийцы нашим грузинским историкам, что они говорили о нас и вообще, как их это задело. Завтра я постараюсь, если у меня все получится, начнем в 10 часов. Всех, кто смотрит сейчас эфир, распространяйте, все завтра заскакивайте или в 10, или в 11 часов. По мере возможности сделаем. На сегодня у меня просто-напросто очень сильно, к сожалению, ограниченные возможности были. Башлам спрашивал, кто такие. Нарнийцы — это люди, которые рассказывают сказки, выдумывают какие-то небылицы, несуществующие, безголовые люди, летающие драконы, которым по 50 тысяч лет, яйца драконов, йети, там, напуганный Чингисхан и так далее, и тому подобное. Вот их называют нарнийцами. Люди, которые рассказывают несуществующие сказки. Какие села входят в Аухаймах? Вы эту информацию найдете у меня на канале. Просто посмотрите, зачитайте, там можете спуститься чуть вниз. Про Ауховский район там есть все опубликовано. Да, еще опубликуем. И материал новый я опубликую, обещаю. Интересное будет еще впереди. Так что на сегодня Баркал Масальнах и Баркал Муцульгов. Вот такая ситуация. Всем моим друзьям, всем моим подписчикам, особенно Али, еще 3 братьям, которые сегодня задонатили, огромное спасибо. Сейчас ответим на вопрос. Ибрагим Сулейманов, Башлам. На чем основывается уверенность некоторых соседей, что чеченцы произошли от них? Да нету никаких документов. Вырезки есть небольшие, которые там, возможно, гипотетически какие-то свои мысли, которые рассказывали. Но и то люди, которые в основном жили и работали только с ними. Ни больше, ни меньше. Нету никаких доказательств и не может быть доказательств. Потому что есть огромное количество, ладно, пускай мечтания, желания есть, больше ничего нету. Что касается остального, скажу так. Огромная благодарность всем, кто сегодня был в эфире. Не забывайте, теперь у нас есть свой веб-сайт. Мы работаем, мы развиваемся. Все благодаря вам. Интересное, важное еще впереди. Всем, кто хочет поговорить, поспорить, я так не знаю еще, как вам объяснить, об истории, этнографии, географии, культуры нашего народа и вообще взаимоотношений. Заходите, отправляйте запрос, говорите, как говорится,
вы можете пообщаться, поговорить, привести свои аргументы, я приведу контраргументы. Главное, чтобы все было, жалко, конечно, все было в рамках разумного и культурно. Пообщаемся с вами. Да, вот я опять я спать не собираюсь. Если у кого будут вопросы, какие-то пожелания, что-то спросить, пишите в директ, в Инстаграм, в Ютуб, в Фейсбук, в Телеграм, в ВК, на 2 наших Инстаграм-каналах. Везде есть доступ. Пишите, я обязательно отвечу. Если есть какие-то новые карты, исторические моменты, видео, скидывайте, опубликуем, сделаем, о нем распишем. Всем желаю удачи. С вами был ваш брат Башлам. Жду вас завтра. Завтра будет вечер. Я постараюсь его сделать погорячее, отвечать на вопросы и зачитывать интересные моменты. До свидания. Огромная благодарность вам. Адикюэн Бюстей Халёвен.